На встречах в Ачимчирском районе глава правительства Артур Микваби отметил, что руководство страны считает одной из важных работу по решению социальных проблем. И от этого зависит настрой людей. Задачи поставлены, объекты определены, средства изысканы. Осталось главное – уложиться в сроки и сделать работу качественно. То, что вы должны сделать в этом году, нас в этом году сделать. Обязательно. И если даже у нас будет такая возможность, что мы ускорили бы с опережением графиков строительных работ, сделали. По поводу финансирования, у нас все нормально, вопросов нет. В смысле, финансирование идет ровно и столько, сколько мы с вами запланировали. Работу в этом направлении в Ачимчирском районе начали еще в прошлом году. Уже идет строительство 2 дорог – Сухум-Ачимчира и Ачимчира-Илор. Также со дня на день начнутся работы по приведению в порядок подвальных помещений многоэтажных домов. Кроме того, завершено строительство ряда энергетических объектов. Были выделены 2 основных направления. Это по социально-экономическому развитию. Особое внимание уделяется нормальному обеспечению водоснабжения в селах Мук и Члов, и водопроводное строительство новой линии от водозаборных сооружений в селе Мук до города Ачимчира. Это для нас очень принципиально, потому что на самом деле с водообеспечением в городе Ачимчира есть определенные сложности, и эту ситуацию надо в корне изменить к лучшему. Хрипс Джопу обратился к премьер-министру с просьбой оказать помощь в ремонте ЗАГСа. Это здание в центре Ачимчира в таком виде стоит уже 20 лет. На ремонт помещения нужны средства, которых у района нет. Еще одна остро стоящая в районе проблема – весенне-полевые работы. В этом году планируется вспахать около 2000 гектаров, а у Ачимчирского МТС есть проблемы с техникой. Да и цена этих работ еще не определена. У нас 14 тракторов пахотных, хотя бы если все 14 будут работать, это получается на 2 деревни 1 трактор, пахотный среднего класса. У нас простаивает трактор ДТ-75, который нам как воздух необходим. Глава правительства обещал оказать возможную помощь и поручил Хрипсу Джопу предоставить соответствующие заявки. По завершению встречи Артур Микваби осмотрел дорогу Ачимчира-Илор. Увиденным он остался доволен. По его мнению, ремонт дороги проведен качественно. Ведение весенне-полевых работ, помощь селу, нашим гражданам, чтобы своевременно вся посевная кампания была завершена в те сроки, которые обозначены. Дана соответствующая команда и Минсельхозу, и Управлению сельского хозяйства, и нам конкретно, чтобы мы в этом плане организовали бы свою деятельность в одной упряжке, чтобы никаких сбоев не было. Принципиальное значение имеет строительство 2 учреждений, одной школы в селе Тхина и детского сада в городе Ачимчира. По одному объекту по школе в селе Тхина проектно-сметная документация есть. Первый этап финансирования тоже уже предусмотрен. По детскому саду в городе Ачимчира идут подготовительные работы, заканчивается смета, и думаем, что практически до конца этого года к строительству этих 2 объектов обязательно приступим. Следующий пункт поездки – Ткорчалский район. Здесь планируется провести ремонт 11 объектов систем водоснабжения, в том числе главной водозаборной. Общая суммарная стоимость – 13 миллионов рублей. По всем объектам уже составлены проектно-сметные документации. По комплексному плану за прошлый год по городу Ткорчал было предусмотрено ремонт городских улиц, 4 городских улиц, замена водопроводов, ремонт водозаборной станции и ремонт больницы. По известным причинам в прошлом году они не были профинансированы, в этом году уже идет финансирование, и на сегодняшний день 3 улицы полностью отремонтированы. На подходе проспект Ардзенба. Премьер-министра проинформировали о проекте строительства цементного завода в Ткорчалском районе, стоимость которого около 160 миллионов рублей. Планируемая мощность 168 тонн в сутки, 60 тысяч тонн в год. Цемент марки 400 и 500. После ввода в эксплуатацию завода он сможет покрыть около 40-45% потребностей республики в этом строительном материале. Объект планируют возвести на месте бывшей доломитовой фабрики. У него будет своя собственная
ГЭС, которая будет работать на угле, доломите и шлаке. Завод сможет обеспечить более 80 рабочих мест. Следующий объект, который посетил премьер-министр – Ткварчалский бассейн. Для завершения его строительства необходимо около 100 миллионов рублей. И пока будут изыскиваться средства, объект необходимо законсервировать, дабы не разрушилось то, что уже построено, считает Аида Чачхалия. А это около 5 миллионов рублей. На самом деле объект надо заканчивать. Да? Понятно, что он не первоочередной был значимость, тем не менее. Сделано, чтобы это не пропало, надо подумать на будущий год, посадить его в бюджет или новый план, чтобы его закончить. Мы это и сделаем. Но это надо вам пересчитать, а потом на 2017 год мы это постараемся начать делать. Потому что для детей, в принципе, сделано, и для взрослых тоже. Особенно в городе, где не так много, куда можно пойти детям, заняться физической культурой. А Ткварчали вообще всегда славил своими спортивными, физкультурными достижениями. Понятно, что здесь будут сложности, понятно, что здесь будут трудности. Нужная вещь. А в городском детском саду города-героя ремонтные работы уже почти завершены. Осталось приобрести инвентарь, и дошкольное учреждение может распахнуть свои двери для 120 малышей. Действительно, детский сад нам необходим. Можно считать, что ремонтные работы завершены. Осталось закупить инвентарь, кое-какое оборудование, и там есть небольшие недоделки, которые легко можно устранить. Например, обещал, что найдет средства. Детский сад строился за счет наших республиканских денег, это не по комплексному плану. Затем премьер-министр посетил Ткварчалскую больницу. Ситуация здесь остается сложной. Медперсонал и пациенты все еще вынуждены ютиться в небольшой части здания, где условия, конечно же, далеки от стерильной. Глава правительства поблагодарил медперсонал за их нелегкий ежедневный кропотливый труд. Работаете вы в непростых условиях, но делаете очень полезное для всех нас дело. Рождение ребенка – это тайна, которой вы владеете, в смысле, и облегчаете для матери, чтобы она могла совершить то чудо, про которое мы говорим. Я вам желаю здоровья, я всем желаю вам и дома, и здесь, и в работе. Словом, думаю, что то, что мы наметили, мы сделаем. Я вам обещаю, да. Как он нам нужен. Да. И поэтому немножко еще потерпите, вы столько лет терпели. Да. Всего несколько дней назад в роддоме Ткварчала на свет появился здоровый крепыш от Гуркварчия. За первенцем заботливо ухаживает практически весь персонал медучреждения. Артур Миквабия поздравил молодую маму с рождением сына. Поездки на места, постоянные рабочие контакты с главами районов дадут ощутимый положительный результат, уверен Артур Миквабия. Он считает, что все программы и мероприятия необходимо реализовать во взаимодействии с соответствующими службами на местах. Мы приступили к выполнению комплексного плана. Вы все знаете, что у нас предусмотрено 4,7 миллиардов рублей на развитие, социально-экономическое развитие Абхазии. Большинство этих денег направляется на инфраструктурные проекты. Технически, конечно, эти все объекты, которые строят, они сложные, требуют дополнительных понимания, дополнительных усилий и, конечно же, контроля со стороны правительства. И мы обговариваем с главами, как нам усилить темпы работ, которые сейчас уже начаты. Мы на самом деле сейчас из графика пока не выпадаем, но хотим, чтобы этот график шел скорее с опережением. Для скоординированного взаимодействия и реализации всех намеченных планов подобные рабочие поездки в города и районы глава правительства Артур Миквабия планирует проводить каждый месяц. Нисфа Аршба, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.